XX век освободил женщин от тысячелетнего угнетения и уравнял их в правах с мужчинами. Эмансипация потребовала от представительниц прекрасного пола совершенно новых качеств – мужества, отваги, самопожертвования и подлинного героизма. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для всех людей нашей Родины, и женщины не остались в стороне. Магуба Гусейновна Сыртланова – самая известная женщина-героиня Великой Отечественной войны с Башкортостана. Она происходила из знатного рода. Ее предки были сначала башкирами-вотчинниками Канглинской волости, а затем за отличную военную и административную службу были пожалованы дворянским достоинством. Среди них были царские офицеры, волостные старшины, кантонные начальники и даже депутаты Государственной Думы. Не будет преувеличением сказать, что Магуба Сыртланова с молоком матери впитала и любовь к родине, и привычку к военной дисциплине. Она родилась в Башкортостане, городе Белебее, 15 июля 1912 года. Окончила татаро-башкирскую школу, предшественницу городской средней школы номер 2. Здесь же, на родине, она решила связать свою судьбу с небом. Это произошло в 1928 году. Вместе с несколькими подругами Магуба уехала в Узбекистан, где жил ее старший брат. В этой среднеазиатской республике девушка устроилась на работу в одну из изыскательских партий по определению будущих воздушных линий, оборудованию земных ориентиров для самолетов. Это стало ее первым шагом в авиацию. В 1932-м очередной съезд комсомола бросил молодежи клич о шефстве над воздушным флотом. Магуба поступает в летнюю школу в городе Балашов. Именно там она во всех тонкостях изучила материальную часть знаменитого самолета У-2 и совершила свой первый полет – 2 круга над аэродромом. Однако вышел приказ отчислить из школы девушек, и Магуба Сыртланова отправилась в Тбилиси. Там она окончила курсы аэроклуба. Это было перед самой Великой Отечественной войной. В годы Второй мировой войны наблюдался, в общем-то, известный дефицит людских ресурсов, и все воюющие стороны уже на второй год войны, собственно говоря, пришли к идее о том, что можно привлекать женщин на второстепенные должности в составе действующих армий. Это связисты, медицинские работники, в первую очередь, специалисты в области механики. В Тбилиси открылась военно-авиационная школа. Сыртлановой присвоили звание младшего лейтенанта и назначили в школе командиром звена. Магуба Гусейновна показала себя с наилучшей стороны. Вскоре стала пилотом санитарной авиации. Она вывозила на самолете раненых из госпиталей на Северном Кавказе в тыл. Начальник штаба тбилисского отряда специальных применений Курочкина дала ей блестящую характеристику, в которой отметила высокий профессионализм, заслуженный авторитет, организаторские способности, ответственность за порученное дело. Перспективная летчица требовала отправки на фронт. Она уже знала о создании в составе советских вооруженных сил 3 женских авиационных полков. Советский Союз стал первой страной в мире, где женщинам-пилотам было позволено принимать участие в военных действиях и решать боевые задачи. Тому было несколько причин. Во-первых, уже до войны многие девушки занимались в аэроклубах ОС-Авиахима. Среди них было много профессионалов. Во-вторых, в 1941 году советская авиация понесла тяжелые трагические потери. В неравной борьбе с захватчиком погибли тысячи мужчин-авиаторов. Восполнение таких потерь требовало и времени, и больших человеческих ресурсов, а их не было. Потери, понесенные в 1941 году, вынудили правительство объявить о мобилизации женщин без детей, не занятых на других работах, в помощь фронту. Тысячи мобилизованных женщин были военными авиаторами, летчиками, штурманами, бортстрелками, радистами, механиками, мотористами, вооруженцами. Считалось, что само присутствие женщин на войне поднимало морально-боевой дух мужчин, побуждало их на подвиг. Оно же оказало деморализующее влияние на противника. Так, в 1942 году летчица авиаполка Валерия Хомякова сбила немецкий бомбардировщик Ю-88 в ночном бою над городом. Вот что пишет о своей боевой подруге в книге «Записки летчицы У-2» пилот Ирина Дрягина. Валерию Хомякову в числе первых зачислили в истребительный полк и назначили заместителем командира 2-й эскадрильи. Все летчики этого полка были женщины. Полк первым из части 122 Марии Расковой приступил к боевой работе. Летчицы днем и ночью на яках отражали налеты вражеской авиации, вели разведку войск противника, сопровождали особо важные транспортные грузы, защищали единственный железнодорожный мост через Волгу.
12 декабря 1942 года газета «Правда» опубликовала телеграмму. Колхозники Саратовской области собрали из личных сбережений 7 миллиардов 41 миллион рублей на строительство боевых самолетов в подарок войскам Сталинградского фронта. Этот порыв был поддержан всей страной, даже другими странами. Так, женщины Монголии в подарок летчицам 586-го истребительного полка купили самолеты Як-1, на которых летчицы Демченко и Кузнецова в боях за Сталинград совершили 934 вылета, сбили 7 Юнкерсов-88 и 3 Фокке-Вульфа-190. На счету пилота Лилии Литвяк было 12 немецких самолетов. Летчик сбитого ею Мессершмитта, плененный немецкий барон, полковник из отборной эскадры Рихтгофен, награжденный 3 железными крестами, просил показать ему своего победителя. Узнав, что его сбила девушка, он был потрясен и предсказал ей, как летчице, большое будущее. Поскольку многие погибли в первые дни войны, аэродромы подверглись бомбардировке, и пилоты, в общем-то, понесли, наверное, самые большие потери вот первый месяц войны. Летного состава не хватало. Женщин можно было обучать, но на современные скоростные самолеты их сажать было, в общем-то, достаточно сложно, потому что необходимо было создать полки, во-первых, из той авиации, которая была, а, скажем, бомбардировочная авиация ночная – это самолеты У-2 по 2, то есть такая легкая авиация. И обучение на этих самолетах, на этих типах самолетов могло идти по ускоренной программе, и было достаточно, вполне быстро можно было подготовить. Эти женщины были, во-первых, добровольцы, и они шли на войну, и тем более обучались на пилотов, и они знали вообще, что из себя представляет эта авиация. Все 3 советских женских авиаполка были сформированы согласно приказу Народного комиссариата обороны за номером 0099 от 8 октября 1941 года и имели сплошную нумерацию. 586-й женский авиаполк был истребительным, 587-й – бомбардировочным, а 588-й – ночным легкобомбардировочным. Последний находился под командованием подполковника Евдокии Бершанской. Первый боевой вылет этого полка состоялся 12 июня 1942 года. До августа он сражался, прикрывая западные подступы к Сталинграду и путь на Северный Кавказ, на реках Миус, Дон и в пригородах Ставрополя. С августа по декабрь этого года полк участвовал в обороне Владикавказа. Именно туда стремилась Магуба Сыртланова. Она добилась личного приема у командующего 4-й армией генерал-полковника Вершинина. Он согласился принять ее в полк только после долгих уговоров. Служба ночных бомбардировщиц была и крайне ответственной, и, как сказали бы сейчас, экстремально опасной. К моменту прибытия в часть Магубы Сыртлановой полк дислоцировался в станице Осиновская на Северном Кавказе. Сыртланова стала готовиться к боевым вылетам. Полк летал на ПУ-2, приспособленных к военным условиям самолетах У-2. Вмещает 2 человека, взлетный вес 890 килограммов, дальность полета 450 километров, скорость 156 километров в час, вооружение турельный ШКАС 7,62, бомбометание 200-250 килограммов. Запоминала Магуба. Результаты этой учебы впечатляют. В летной книжке Сыртлановой содержатся отметки. Взлет – отлично. Набор высоты – отлично. Развороты – отлично. Виражи вправо-влево – отлично. Выход на цель – отлично. Заход на цель – отлично. Общая оценка – отлично. Командир 4-й авиаэскадрильи гвардии старший лейтенант Марина Чечнева. На первом боевом вылете штурманом у Магубы Сыртлановой была опытная Евгения Руднева. Самолет в числе других поднялся в воздух и взял курс в район Батайска, где была собрана боевая техника немцев для броска на Кубань в Краснодар. Летчица довольно быстро и легко обнаружила объект. По вспышкам, прожекторным лучам бомбы летели в цель. Боевого опыта у Магубы было еще недостаточно, поэтому она слишком близко опустилась вниз и попала под обстрел. В целом же первый полет за линию фронта прошел успешно. Вспоминает, что после первого вылета Руднева докладывала командиру: «Вот эта летчица, эта новенькая прекрасно пилотирует самолет». Летать на ПУ-2 было непросто. Этот самолет был сконструирован Николаем Поликарповым еще в 1928 году и использовался для широкого спектра мирных целей. У-2 был бипланом, то есть имел 2 пары крыльев, из-за чего на фронте его прозвали «этажеркой». Мощность его двигателя составляла всего 100 лошадиных сил. В годы войны его дорабатывало не только родное конструкторское бюро и авиационный завод,
но и фронтовые авиационные мастерские и инженерные службы. Поэтому бомбардировщик летал в нескольких модификациях с отличающимися техническими характеристиками. После смерти в 1944 году конструктора Поликарпова У-2 был переименован ПУ-2. Он мог нести до 200-250 килограммов бомб, а с весны 1944-го его грузоподъемность увеличили вдвое. У-2 широко применялись для так называемых беспокоящих налетов по ночам на прифронтовые расположения войск противника. Места базирования У-2 лежали на удалении до 150 километров от линии фронта, и совершать с них интенсивные налеты чаще всего было неудобно. Поэтому всю боевую работу ночные бомбардировочные полки выполняли с аэродромов подскока, располагавшихся в 20-35 километрах от передовой. Днем эти площадки пустовали, а к вечеру на них перелетали самолеты. Основными боеприпасами, которые сбрасывали с У-2, были фугасные бомбы ФАП-100 и ФАП-50. На бомбардировщик подвешивались либо 2 сотки, либо 4 бомбы калибра 50 килограммов. Кроме того, при бомбометании использовались ампулы, снаряженные смесью КС. Их загружали в фанерные кассеты со взрывателем. На заданной высоте после сброса взрыватель срабатывал. Кассета открывалась, и шарики рассеивались на значительной площади, выжигая все при падении на землю. Кроме этого, использовались бомбы с термитными шарами. Самолеты были подвержены зенитному огню артиллерии и могли быть уничтожены в первую очередь, потому что они не летали высоко. Во-вторых, они были тихоходные, имели слабое вооружение для того, чтобы противостоять истребителям противника. Собственно говоря, каждый полет на таких самолетах это был подвиг, героический подвиг, потому что лететь на самолете, который держит высоту 200-300 метров над землей, имеет маленькую скорость, может быть уничтожен пулеметным огнем земли и нести на себе бомбовую нагрузку, которую надо было сбросить точно в цель, и причем это бомбометание было всегда отличным, это было, в общем-то, достаточно сложным, но и с другой стороны это было крайне опасным делом, потому что каждый полет, по сути, подразумевал, что из этого полета пилот мог не вернуться. Одна из тактик заключалась в том, что легкие бомбардировщики подходили к цели с установленными на малый газ двигателями или на сверхмалой высоте, благодаря чему оставались незаметными для средств ПВО противника до самого последнего момента. Стремясь избежать потерь от зенитного огня, в полках У-2 опробовали новую тактику. Головной самолет, ведомый летчиком с отличной техникой пилотирования, провоцировал немецкую ПВО на обстрел. Когда же зажигались прожектора и зенитки открывали огонь по маневрирующему У-2, экипаж второго бомбардировщика заходил на позиции ПВО с тыла, приглушал мотор и, идя со снижением, сбрасывал на прожектористов и зенитчиков осколочные бомбы, либо обстреливал их из пулемета. После подобной обработки бомбардировщики, следовавшие за ведущей парой, имели над целью меньше трудностей. Несмотря на небольшую бомбовую нагрузку, подобные бомбардировки имели определенный эффект. С малой высоты бомбометание производилось с очень высокой точностью, несмотря даже на темное время суток и примитивные средства прицеливания. После сброса бомбардировщик пытался быстро уйти, набирая максимальную скорость. В особо напряженные ночи наземные команды обеспечивали до 12 боевых вылетов каждого У-2. Число полетов зависело от продолжительности темного времени суток. Бомбардировщик был небольшим, фанерным, с 2 открытыми кабинами для летчика и штурмана. Рации не было, связи с землей тоже. Все операции на нем выполнялись вручную. Летчицы ориентировались или по местности, или по компасу и звездам. Даже бомбометание производилось вручную. Осветительные бомбы выбрасывали всегда руками. По инициативе женщин-пилотов было предложено создать такую бомбардировочную авиацию. Начали формировать 3 полка, которые сыграли свою, наверное, ключевую роль в 1942 год. Это боевые действия на Тамане, потом 1943 год, поддержка наших десантов в Крым, участие в боевых действиях наших войск, бомбардировка ночью объектов противника. И вот здесь эти полки сыграли свою, в общем-то, наверное, ключевую роль. Закрою глаза, и замирает сердце. Над головой звезды и звезды, высота 1500 метров. Приближаемся к цели. С приглушенным мотором иду на снижение. Высота 300 метров. Где-то здесь, по данным разведки, склады горючего. Штурман сбрасывает светящуюся авиабомбу САП, которая повисает на парашюте. Вижу цель. Но и немцы нас видят. Ослепительно сверкают зеркала прожекторов. Бьют крупнокалиберные спаренные пулеметы. Чуть позже заговорили орликоны, автоматические зенитные пушки. Серии снарядов при взрывах превращаются в красно-белые облака, начиненные смертью. Попадет один такой снаряд — все,
Конец. Самолет вспыхнет, как факел. Мы сгорим заживо. Парашютов нет. Мы отказываемся от них. Предпочитаем брать дополнительные бомбы. 2 прожектора впились в нас. Взрывы со всех сторон. Самолет вздрагивает, как жеребенок. Выдерживаю боевой курс. Отклоняться нельзя. Ах, какими долгими могут быть, оказывается, секунды. Штурман прицеливается, нажимает на рычаг бомбосбрасывателя. Самолет качнуло. Резко пикирую, ныряю под хищный рой трассирующих пуль. На земле яркая вспышка, мощный взрыв. Попали. Бросаю самолет влево, вправо. Нет, не уйти. И вдруг один прожектор погас. Двойной взрыв. Погас второй. Снова взрывы. А ночь еще только начинается. Не вылезая из кабины, докладываю командиру полка о выполнении задания. Глотаем чай. Штурман тоже не вылезает из кабины. Выслушиваем новое задание и ставшее напутствием. Девочки, будьте предельно внимательны и осторожны. Прошу вас. Боевые вылеты совершались постоянно и по нескольку раз в ночь. Пока летчицы и штурман минут 5-6 сидели в кабинах после прилета на базу или выходили, чтобы размяться, аэродромная команда подвешивала бомбы, и экипаж снова отправлялся на задание. Такая работа требовала не только исключительной физической выносливости, но и огромной выдержки, психологической стойкости. Как отмечали подруги, Магуба Сыртланова не производила впечатления героической женщины. Среднего роста, с красивым изгибом бровей, добрыми серыми глазами. Полная душевной теплоты и обаяния. Она была старше многих, и, может быть, это обстоятельство заставляло 18-20-летних относиться к ней как к старшей сестре. Магуба была проста и доступна, внимательно слушала молодых и более опытных летчиц, училась у них. Ей потребовалось несколько месяцев зимы и весны, чтобы встать в строй вровень с асами полка. Но в воздухе она проявляла столько воли и мужества, сколько по силам не каждому мужчине. Подполковник Марков, командир 587-го женского авиаполка, писал: «Иногда, глядя, как девушки-вооруженцы подвешивают бомбы крупного калибра, как техники ночами в пургу и морозы готовят самолеты, как летчицы уходят на боевые задания, я думал, ну ладно, нам, мужчинам, положено все это делать, ходить в атаке, мерзнуть в окопах, штурмовать с воздуха врага. Ну а им в большинстве своем, еще девчонкам, мало что видевшим в жизни. Как они должны любить родину, чтобы добровольно принять на себя всю тяжесть фронтовых невзгод?» Конечно же, эти 3 полка авиационные, которые были в составе Красной Армии, они, в общем-то, являются гордостью наших воинов, тех, кто принес победу на крыльях своих вот этих маленьких фанерных самолетов. В январе 1943 года полк принимал участие в прорыве оборонительных линий противника на Северном Кавказе. 8 февраля 1943 года приказом Народного комиссариата обороны СССР номер 64 за мужество и героизм личного состава, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, полку было присвоено почетное звание «Гвардейский», и он был преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк. С марта по сентябрь 1943 года летчицы участвовали в прорыве глубоко эшелонированной обороны, так называемой «Голубой линии», на подступах к Таманскому полуострову и освобождении Новороссийска. Именно здесь талант военной летчицы Сыртлановой раскрылся в полной мере. Весной и летом 1943 года шли беспрерывные упорные бои, и все это время приходилось делать по 5-6 вылетов за ночь. В сентябре Магубе Сыртлановой с еще 7 экипажами было приказано оказать поддержку десанту морской пехоты на Малой Земле под Новороссийском. Полеты здесь требовали особого мастерства. Горы и ущелья, а внизу море, быстрая смена воздушных потоков и узкая полоска морского побережья, захваченная десантом. Своих и врагов разделяли всего десятки метров. В этих условиях нужно было точно сбросить своим оружие и боеприпасы, прицельно уложить бомбы в траншеи гитлеровцев. Вот где особенно проявилось летное мастерство Магубы, закрепился авторитет опытного воздушного бойца. Командир эскадрона Марина Чечнева говорила о Сыртлановой: «Лучших летчиков-мужчин у нас в стране называют соколами. Таким соколом в нашем женском полку по праву слыла Магуба Сыртланова. Она была владычицей неба. Даже в самых сложных метеорологических и боевых условиях у ее экипажа никогда не случалось неудачных полетов. Все боевые вылеты были успешными, наносили большой урон врагу». После боев под Новороссийском и освобождения Таманского полуострова 46-й полк получил почетное имя Таманского. Затем настал черед Крыма. Летная книжка Магубы Сыртлановой говорит лучше других описаний. 1 декабря 1943 года. 5 вылетов ночью, 6 часов 45 минут в воздухе.
14 декабря 1943 года. 5 вылетов ночью. В воздухе 5 часов 15 минут. Бомбила МТФ высоту 103,9 скопление техники противника. Сбросила 50 килограммов бомб, 3 пачки листовок. Эффективность – 2 сильных взрыва. 22 марта 1944 года. 8 вылетов ночью, 9 часов 40 минут в воздухе. Бомбила Керчь. 26 марта 1944 года. 3 полета ночью, в воздухе 4 часа. Бомбила гору Митридат. Сбросила 300 килограммов бомб, 20 тысяч листовок. 21 апреля 1944 года. 2 вылета днем, 2 вылета ночью. В воздухе днем 1 час 20 минут, ночью 3 часа 15 минут. Бомбила дорогу на Севастополь. Один из тех вылетов едва не стал для Магубы Сыртлановой последним. Сбросив бомбы на вражеский аэродром в районе Севастополя, Сыртланова попала под огонь зениток. Летчица имитировала падение. Самолет, ярко освещенный прожекторами, камнем летел вниз. Буквально у земли Сыртланова выровняла машину и ушла в сторону открытого моря. Она едва дотянула поврежденную машину до родного берега. Это был самый памятный из 782 боевых вылетов Сыртлановой, к тому моменту уже командира эскадрильи. В июне и июле 1944 года полк сражался в Белоруссии, помогая освобождать Могилев, Червень, Минск, Белосток. С августа 1944-го женщины действовали на территории Польши, участвовали в освобождении Августова, Варшавы, Остроленка. Тогда при прорыве обороны противника на реке Нарев в одну из ночей летчицы совершили рекордное число боевых вылетов – 324. В январе 1945 года полк сражался в Восточной Пруссии. В марте гвардейцы участвовали в освобождении Гдыни и Гданьска. Это были решающие операции Второй мировой войны. Белорусская 1944 года, Львовско-Сандомировская, Восточно-Прусская и Берлинская. Героизм этих женщин был оценен совершенно по заслугам, и то, что они получили звание Героев Советского Союза и ордена и медали, это совершенно заслуженная оценка их боевого настроя, их патриотического желания защитить свою страну, освоения такой техники и того, как они с честью отнеслись к выполнению воинского долга перед нашей страной. Росли боевой опыт и мастерство летчиц, но смерть ходила за ними по пятам, даже в победном мае 1945 года. Последний боевой вылет Магуба Сыртланова совершила 5 мая. Она вылетела в район Данцига. В ту ночь была на редкость плохая погода. Низкая облачность не позволяла как следует присмотреться к цели. К ней подошли на высоте 300 метров, пробили облачность и вышли к стоящему причалов катерам и баржам. Снайперским ударом штурман Ася Пинчук поразила цель. Как только отгремели взрывы, самолет был обнаружен. Возможности уйти от прожекторных лучей и из-под обстрела зенитной артиллерии не было. Прожекторы, трассы зенитных снарядов и взрывы в воздухе ослепляли. Летчица решила имитировать падение. Маневр удался. И когда осталось 15-20 метров до поверхности воды, она перевела самолет на бреющий полет, а затем резким набором высоты ушла из-под обстрела спасительные облака. Техники полка были поражены. На чем же вы долетели? Магуба Сыртланова прошла к тому времени путь от рядового пилота до заместителя командира эскадрильи и парторга полка. Итог ее вкладу в великую победу подвела начальник штаба авиаполка Ирина Рокобольская. Общий налет 9098 часов 15 минут. Дневной налет 1816 часов 15 минут. Ночной налет 1282 часа 40 минут. Боевой налет 955 часов 20 минут. Сбросила 97 050 авиабомб. Разбросала в тылу у противника 197 пачек листовок. Эффективность вызвала 33 очага пожаров, 115 взрывов большой мощности, уничтожила 2 артиллерийские батареи и 1 прожектор. Магуба Сыртланова стала одной из немногих советских женщин, принявших участие в параде Победы на Красной площади. Она не искала ни славы, ни почета, а всего лишь честно отдавала свой долг Родине. Родина оценила это уже после войны. – 15 мая 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР Магубе Гусейновне Сыртлановой присвоено звание Героя Советского Союза.
После увольнения из армии Магуба Гусейновна жила в Казани. Скромно, мало рассказывала о своих боевых делах. Больше говорила о подругах, об их ночных полетах. Она ушла из жизни 1 октября 1971 года.